Всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров на Кубок главы Ингушетии пройдет в Назране 11 июля. Турнир соберет порядка сотни спортсменов из разных регионов СКФО. Для участников турнира учрежден призовой фонд. Дата проведения турнира ознаменована еще и тем, что в этот день состоится официальное открытие нового специализированного зала дзюдо. Двухэтажный спортивный комплекс с трибунами на 500 зрительских мест, медпункт, комната отдыха для тренерского состава, душевые кабинки, раздевалки и тренажерный зал. Все для полноценного занятия дзюдо и проведения масштабных спортивных мероприятий. Об этом подробно расскажет Руслан Албагачиев. Двухэтажное здание спортивного комплекса дзюдо вот-вот откроет свои двери. Для спортсменов здесь предусмотрены судейские зоны, трибуны на 475 мест, тренажерный зал и многое другое. Комплекс оснастят самым современным оборудованием. Открытие этого комплекса, пожалуй, одна из важнейших задач, стоящих сейчас перед республиканским Минспортом. Пока что спортсменов здесь нет, лишь рабочие, которые заканчивают последние штрихи во внутренней отделке зала. На каждом этаже трудятся маляры, вентиляционщики и электрики. Металлоконструкциями связан весь комплекс работ выполнен. В данный момент отделочной работы частично осталось. До 11, 2-3 дня у нас еще есть, мы успеем. И работу по благоустройству территории. Строительство объекта развернуто на 2000 квадратных метрах. Капсулу под строительство на этом месте заложили в прошлом году, после победы Хасана Халмурзаева на Олимпиаде в Рио. А сегодня виден итог. Бригада рабочих трудится во всю силу. Открытие объекта планируется уже через несколько дней к празднованию Дня Республики. 2 стоянки, небольшой сквер и площадка для занятия уличным спортом. А на первом этаже комплекса разместились 3 санузла, душевые, сауна, раздевалка для спортсменов и медпункт. Мы сейчас находимся в холле, вестибюль. Справа гардеробная у нас, слева буфет, мини-бар. Лифт, дальше у нас аптека. Здесь в коридоре у нас помещение, кабинет администрации, комната отдыха, душевые, раздевалки. Пожалуй, главное в комплексе – это борцовский зал. Его размеры действительно внушительные – 18 на 50. Тут с легкостью разместится 4 татами, так что одновременно можно проводить 4 схватки. Если раньше мы в динамовском маленьком зале все были такое... Количество детей очень много было, и не было возможности развернуться, работать так. А сейчас мы можем в просторном зале, и подход совсем другой, свободно, все видим, все контролируем, и можно достойно работать и показывать хороший результат. По сравнению с тем, что у нас было, это действительно огромный зал, 10 раз больше, условия есть, там только тренируйся. Думаю, что в этом зале будут рождаться не только олимпийские чемпионы, и много чемпионов и мира, и международников. Мы много раз на сборах были по всей России, куролесили. Но в данной ситуации такого зала я редко видел. Пока условия создаются, наши спортсмены не перестают удивлять ингушских болельщиков. Хасан Халмурзаев вновь показывает волю к победе. В мае дзюдоист стал победителем большого шлема в весе 81 килограмм, чемпион Европы. Июль и снова победа. Теперь уже второго Халмурзаева. Хусен стал фаворитом международного турнира Гран-при Китай. Руслан Албагачиев, Хаваш Гойгов, Новости 24.